Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема звучит так. Его впечатление после вашей крайней встречи, либо крайнего разговора. Если вам интересно узнать, что он там о вас думает, чувствует и испытывает, пожалуйста, загадайте на мужчину. Представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза. Так и спросите, какие впечатления у тебя от меня. И давайте будем смотреть. Я думаю, вы все настроились. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, девчоночки, милота вышла. Милота. Так, ну давайте по порядку. Мужчина, конечно же, под впечатлением. Впечатление двоякое. Есть кое-что, что его очень сильно насторожило. Ну и, конечно же, есть то, что его очень порадовало, согрело ему душу. Давайте начнем с первого. Что его заставило напрягаться? Какая-то вы были, слишком уже закрытая. Ему показалось, что вы были очень холодной и отстраненной. Он вот сам для себя это списал на вашу какую-то усталость, либо озабоченность. Да? Думает, мало ли там проблемы у нее, что-то там не так, то все. Вот не буду лучше я там лишний раз у нее спрашивать, постараюсь ее там поразвлекать. Вот. Но ему эта ситуация, она как таким, знаете, как иголкой такой прям холодной, да, в сердце воткнулась. И он об этом думает. Знаете, добрая половинка этого мужчины говорит, что нет, не переживай. Ну, все бывает, люди в разном настроении. А вот злая половинка говорит, а может, ты ей не нужен? А может быть, она к тебе потеряла интерес? И может быть, у нее кто-то другой там завелся, да, на горизонте появился. Девочки, я не знаю, что было с вами, здесь не показано. Но, пожалуйста, в следующий раз, когда вы будете с ним общаться, встречаться, ведите себя более естественно. Мало ли, может быть, это у вас было первое свидание, вы сами были напуганы, поэтому в себе закрылись. Вот. Этот мужчинка чувствительный, он, знаете, он как считывает, вот с лица читает, с энергетики читает. Вот. Может, не совсем правильно, но тем не менее, он своему чутью доверяет. Поэтому мой вам совет, когда вы с ним встречаетесь, будьте на расслабоне, будьте естественной, будьте натуральной, и его ни в коем случае не стесняйтесь его и не смущайтесь перед ним. Для него это важно. У него внутри такой индикатор есть, да, который ему четко так указывает, да, кто честный, кто нечестный, кто открытый, кто закрытый. Вот. Примите этот совет на вооружение. Чем более вы будете открытой и естественной, конечно, не надо тут все про себя рассказывать, да, про всех своих бывших и про все свои жизненные проблемы, но будьте вот именно действительно сама собой. Ну, какая вы есть, веселая, открытая, с глазами, с надеждой, смотрящими на мир. Такой будьте. Вот это ему нравится, это его притянуло. А когда вы закрыты, когда вы напряжены, когда вы боитесь там что-то лишнее сказать, да, либо, может быть, как выразиться, вот, он это считывает и не всегда правильно. Так, по поводу ревности. Ревность присутствует. Он вас всегда ревновал и ревнует. Вот в самом начале ваших отношений, знакомства, сейчас он и будет на протяжении всех ваших отношений, до всей вашей жизни вас ревновать.
Вы действительно от природы какая-то вот, ну, независимая. Даже если вы любите, даже если вы вот прям мужику жизнь свою посвятили, все равно вы очень независимая. Это прям видно невооруженным взглядом. Вот. И он будет всегда ревновать. Это хорошо, девочки, это хорошо. Это его будет стимулировать для того, чтобы он перед вами, ну, проявлялся, да, с самой яркой стороны. Так, теперь поговорим о милом, о хорошем, о добром. Девочки, такая нежность пошла, такая нежность, вот прям нежнятина в душе, в сердце. Так, знаете, вот как тепло разливается по венам. Ой, как он купался в вашей энергетике, как он наслаждался вами, тем, что между вами происходило. Вы просто сидели, молчали, друг на друга смотрели, и он этим наслаждался. Либо вы вели, например, ну, я не знаю, переписку, допустим, да, либо общались по телефону. Вот каждое словечко по 10 раз перечитывал, либо вот, знаете, в ушах у него по 10 раз звучало это словечко. Насладился от души. Знаете, мужчина в очередной раз убедился, что вы его женщина, либо что вы ему как-то идеально прям подходите. Да, всю жизнь именно ее я искал. Вот те глубинные чувства, которые в нем просыпаются, они его не пугают, а наоборот, они делают его счастливым. Вот. Кстати, после вашей встречи он с кем-то общался. Брат, друг, там, не знаю, отец, с каким-то мужчиной он общался. Боже, он чуть не плакал от счастья, когда рассказывал о вас и о том, какая вы чудесная, какая вы волшебная. И как ему повезло. Боже мой. Там мужик сидел, смотрел на него. Мысли такие были, то ли он дурачок, то ли правда существуют такие чувства. Знаете, как-то по-доброму ему завидовал, что ваш вот так влюбился. И вот так порхает, просто порхает. Так, девочки, вот немножко не по теме хочу отвлечься и сказать, что есть еще один мужик. Здесь вышел еще один мужик, который недавно с вами контакт имел. Вы то ли с ним общались, то ли просто он вас там где-то увидел. Прям даже, смотрите, в мою отсыпку прорвался этот мужик. Так, мужчина по возрасту, как вы, может быть, чуть-чуть постарше. Мужчина, но он вас не первый раз видит, либо не первый раз вы с ним общались. У вас, как с каждой новой встречей, он все больше и больше к вам проявляется, да, интерес проявляет. Зацепили вы его, девочки, зацепили. Но я хочу вас предупредить. Он, конечно, красавчик, да, но у него глаза очень холодные. Может быть, поэтому вы с ним особо так близко не общаетесь. Что-то вот прям есть в нем такое агрессивное и деспотичное. Кстати, этот мужчина со светлыми глазами. То есть светлый цвет. Голубые, зеленые, серые. Такой вот он. Он при какой-то должности. Не простой там, ну, разнорабочий, а у него должность. И должность, в принципе, серьезная. Вообще очень похоже, что он, ну, либо он такой по характеру, либо действительно он работает в каких-то вот структурах, причем закрытых. Вот, он не распространяется особо о своей работе. Но помимо всего прочего, еще раз повторюсь, да, это какая-то его черта его души, черта его характера. Жестокий человек, очень жестокий. Он умеет быть интересным, он умеет навязаться женщине, он умеет, может быть, даже обладает какими-то техниками, чтобы влюбить в себя. Он на вас глаз положил, девочки, глаз положил, и, возможно, будет проявляться к вам уже как поклонник. Девчоночки, берегитесь этого человека. У него волосы темные, а глаза светлые. И очень холодные, такие, знаете, буравчики. Он действительно жестокий. И, ну, вы понимаете, вы нежный цветочек, а он коса. Вот. Чтобы не было никаких неприятностей, вот я вас предупреждаю. Вы видите, какой он наглый и настойчивый? Он даже залез в отсыпку, где я гадала совершенно на другого человека. Да? Мы звали другого, того, кто вам нравится, с кем вы встречаетесь. А он сюда пробрался наглым образом. Да? И знаете, как права на вас заявляет.
Вот, типа, расскажи, я тоже интересуюсь. Я вот скоро начну проявляться, я вот скоро начну звать на свидание. А может быть, уже он звал вас на свидание. Нехороший он человек, девочки, очень нехороший. Здесь, кстати, не важно, свободен, не свободен. Здесь вот именно его характер и его отношения. У него нет жалости. Он вообще напрочь лишен этого чувства. Злой. Он очень злой. Вот, берегитесь этого человека. Кстати, он будет проявлять активность уже буквально в ближайшие, там, не знаю, завтра, послезавтра. Вот, будет вас, скорее всего, куда-то приглашать. Да, там, либо на свидание, либо просто скажет, давай пойдем там кофе попьем, либо давайте отвезу, подвезу. Ну, как-то навязываться будет. Ну, вот, девчоночки, берегитесь его. Злой мужик, очень злой мужик. Ну, вот. А если он еще, знаете как? Он еще даже может спровоцировать вот этого вашего хорошего мужчину на ревность и может даже ему наговорить всяких гадостей. А если у него власть в руках, так он еще какую-то подлость может сделать. Опасный. Вот этот человек очень опасный. Так. Я вот вижу ваше ближайшее будущее, мои хорошие. Я вижу планы вашего мужчины. Планы. Он что-то вам хочет подарить. Подарить вот такое памятное и обязательно, чтобы это было ценное. Если вы встречаетесь, то тут не проблема. На следующем свидании он вам подарит какую-то красивую штучку. Не знаю, колечко, браслетик, цепочечку. Может быть, какой-то необычный, я не знаю, брелочек, сумочку какую-то необычную, там чехольчик какой-то необычный, дорогой для телефона. Ценное, то есть это стоит денег, причем немалых, то, что он будет вам дарить. Вот. А если вы на расстоянии, то мужчина, скорее всего, будет делать доставку, да, заказывать доставку, чтобы был сюрприз для вас. Вот. Он что-то подбирает, вот просматривает, приценивается, ищет самое лучшее, прям самое-самое, что прям, ох, вау. Да. Вот так вот вы на него влияете, такое впечатление вы на него производите. Вы королева, для которой нужно best of the best, да, вот прям самое дорогое, самое красивое, самое, не знаю, пафосное. Но он вас удивит и порадует. Для вас, в принципе, я не вижу, чтобы была важна ценность. Для вас важно внимание. Внимание, чтобы он уделял, чтобы он был нежным, заботливым, чтобы не тормозил в отношениях. Не, он не будет тормозить. Разве что вы будете давать повод, когда вы закрытая. Вот. Слушайте, откройтесь ему, доверьтесь ему, откройтесь, поверьте, он вас не подведет. Чем быстрее вы будете себя естественно вести с ним, тем быстрее будут развиваться ваши отношения. Вот так именно идет. Кстати, он очень романтичный, поэтичный. Не знаю, что-то приготовит, либо уже что-то приготовил. Может быть, стихи, может быть, песня. Может быть, он сам умеет играть на каком-то музыкальном инструменте. Ну, девочки, он вас порадует. У него какая-то обширная программа сейчас в голове крутится. Много всяких вариантов. Он еще, знаете, как не сформировал план действий до конца, но наметки очень хорошие. Мне нравится. Я люблю, когда мужчины такие активные, когда мужчины действительно, ухаживают за своей женщиной, а не морозятся и не вот такие типа ленивые. Нет, этот не ленивый. Вот еще раз повторюсь, что его может отпугнуть, либо замедлить ваши отношения, это если вы закрытая. Если вы, действительно холодная и закрытая. Вот этого надо избегать, это надо убирать из ваших отношений. А так, смотрите, как все хорошо. Смотрите, ваша чаша, она наполняется, вот чувства наполняются. Вы ведь тоже скоро в него влюбитесь, прям влюбитесь по уши. Влюбитесь. А в него нельзя не влюбиться. Он такой милый. Действительно, прям такой, знаете, ласковый, он умеет быть ласковым. Кстати, у кого-то отыграется, девочки, что мужчина умеет делать массаж, причем такой расслабляющий, он вас порадует, обязательно массажем порадует. Так, еще важный момент, вот, девчоночки, для вас хочу сказать. Вот показали про здоровье, да? Какая интересная отсыпка. Мы смотрим на мужчину, а показывают прям про все на свете. Про здоровье, про ваше женское показали.
Вам бы провериться, либо сдать анализы на гормоны. Что-то мне не нравится. Девчоночки, кожа сухая, волосики выпадают, болезненные критические дни, обязательно идите проверьтесь на гормоны. Какая-то у вас, ну, поломочка, да, какой-то сбой произошел. Это не критично, но, тем не менее, это может влиять на вас. Утомляемость повышается, вы плохо спите, жизненный тонус падает. Ну и плюс вот эти внешние, да, шелушащаяся кожа и выпадающие волосы. Это точно гормоны. Обязательно идите, проверьтесь, дайте кровь на гормоны. Вот. Запишитесь к хорошему гинекологу, сходите хотя бы на контроль. Что-то надо делать с этим. Как-то это можно решить, причем легко, но нужно знать, что. Вот, не затягивайте, не лишайте себя радости, мои хорошие. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.